Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Вопросу стоимости топлива в республике посвящалось совещание, которое провел президент Аслан Бжания. Врачи и медсестры Ачимчирского и Ткварчалского районов награждены ведомственными медалями и благодарственными письмами президента Абхазии. Где и как можно оформить страховку иностранных транспортных средств, находящихся на территории республики? Какова сумма выплат и какие услуги предоставлены в рамках страховки? Уникальное путешествие в эпоху Энди Уорхола и мир русского поп-арта. Под таким названием в Пицунде открылась выставка, приуроченная ко Дню города. Президент Аслан Бжания провел совещание по ситуации на рынке топлива. Участники встречи обсудили причины повышения цен на топливо, перспективы и механизмы, с помощью которых можно удерживать цены или снизить их. Глава государства отметил, что положение дел на рынке топлива интересно абсолютному большинству граждан Абхазии. Вице-премьер-министр экономики Кристина Озган отметила, что за последние 8 месяцев произошли существенные изменения на рынке нефтепродуктов. Столь значительное повышение цен на ГСМ обусловлено несколькими факторами. Это изменения в налоговом законодательстве России, вступившие в силу в феврале текущего года, изменения в международной обстановке, связанные в том числе и с началом специальной военной операции на Украине, дестабилизация рынка нефтепродуктов в Российской Федерации. Она также отметила, что по поручению главы государства ведутся серьезные переговоры с различными полномочными органами Российской Федерации. Президент поинтересовался, есть ли возможность снизить розничные цены на топливо при существующем положении дел. Озган ответила, что можно пойти на снижение цены только в случае, если компенсировать топливным компаниям выпадающие расходы. Если этого не сделать, то фактически у компании не будет средств для закупки новых партий топлива. Обращаясь к Кристине Озган и другим руководителям министерств и ведомств, президент сказал, что пора подумать над тем, чтобы выработать антимонопольные правила и соблюдать правовые принципы. Расширенный репортаж совещания президента по ситуации на рынке топлива смотрите после выпуска новостей. Между тем, активист Джансух Адлиба объявил о начале голодовки из-за поднятия цен на топливо в республике. Акция началась 12 июня на площади Свободы в Сухуми. Адлиба требовал возвращения цен годичной давности и обратился к премьер-министру с требованием снизить цены на бензин. 13 июня Джансуха Адлиба пригласили в Министерство экономики на встречу с представителями топливных компаний, которые рассказали ему о формировании цен, о причинах и предпосылках их роста. При этом участники встречи выразили готовность предоставить необходимые документы, подтверждающие ситуацию с повышением цен. Материал готовится к эфиру. Как только он будет готов, мы предложим его вашему вниманию. Продолжаем выпуск. За самоотверженность в борьбе с COVID-19 врачи и медсестры Ачимчирского и Ткварчалского районов награждены ведомственными медалями и благодарственными письмами президента Абхазии. Награды медикам вручил министр здравоохранения Эдуард Бутба. На церемонии вручения присутствовали главы районов Беслан Бигвава, Константин Пиля и Исидор Дочья. Все подробности в репортаже Сарии Кварацхелия. Сегодня мы не говорим о пандемии, очередной вспышке коронавирусной инфекции и о статистике смертей за последнее время. Сегодня мы чествуем героев в белых халатах, которые круглосуточно вели самоотверженную борьбу за здоровье и жизни пациентов. В преддверии празднования Дня медицинского работника за большой вклад в борьбу с COVID-19 и высокий профессионализм медики Ачимчирской ЦРБ были награждены ведомственными медалями, грамотами и благодарственными письмами президента Абхазии. Объявить благодарность президента Республики Абхазия, врачу Ачимчирская центральная районная больница Голландия Олесе Константиновне.
Алиса Голандзе – врач-педиатр. В течение 2 лет она следила за течением ковидного заболевания у детишек Ачимчирского района. Сейчас, слава богу, ковид у нас ушел, да, он у нас остался, надеюсь, в истории. Сейчас ситуация, больные есть, сезонные, да, вот у нас инфекции, ротавирус, вирусные инфекции, другие вирусные инфекции. Вот. То есть с этой ситуацией, конечно, нам легче справляться по сравнению с тем, что было во время ковида. Это было и физически сложно, и психологически сложно. 20 медицинских работников Ачимчирской ЦРБ награждены медалями за самоотверженную работу в борьбе с COVID-19. Грамоты от министра здравоохранения Эдуарда Будба получили 40 сотрудников. И еще 5 благодарственные письма от президента Аслана Бжания. Хочу поблагодарить и все медицинское сообщество, в том числе медработников нашего района, которые с первых дней пандемии стали рядом, помогая друг другу, оказывали помощь и оказывались рядом с больным в нужное время, чьими руками практически выздоравливали наши пациенты. На церемонии награждения присутствовал глава администрации Ачимчирского района Беслан Бигвава, который поздравил медицинское сообщество республики с наступающим профессиональным праздником. Это, конечно, самое маленькое, что мы можем сделать для вас. Мы бескорыстно вообще должны вам, обязаны быть благодарны за все, за ваш неоценимый труд, за то, что вы жертвуете своим здоровьем, чтобы вернуть здоровье иногда совершенно чужим людям. Медалями за самоотверженную работу в борьбе с COVID-19 также награждены 17 медработников Галской ЦРБ. 46 сотрудников получили благодарственные письма от президента Аслана Бжания и грамоты от министра здравоохранения Эдуарда Будба. Эстер Ахверидяни – медсестра. Несмотря на свой молодой возраст, во время пандемии девушка была на передовой. Почти 2 года она приезжала на дежурство из Гала в Гудаутскую ЦРБ. Красная зона, спецодежда, маски и перчатки. Сегодня я вспоминаю, как страшный сон, говорит Эстер. Мы старались, чтобы вовремя были на месте. Мы очень пунктуально работали. Мы хотели, чтобы не опаздывать на работу, а чтобы было даже раньше времени приходили, чем надо было прийти. Министр здравоохранения Эдуард Будба поблагодарил коллег и подчеркнул, что борьба с COVID-19 и успехи в этом направлении – их общая победа. Мы понимаем, какие сложные испытания прошли медицинские работники, неважно, это врачи, руководители, санитарки или медицинские сестры, все водители, неважно кто. Пандемия, она внесла свои коррективы и в жизнь наших людей. К сожалению, не всех удалось спасти, но очень много людей, которые благодарны, которые прошли через наши лечебные учреждения. Заслуженных наград удостоились и медработники Тхорчалской ЦРБ. Медалями за самоотверженную работу в борьбе с COVID-19 награждены 40 сотрудников районной больницы. Грамоты от министра здравоохранения получили 45 человек. Ринеля Кубали сегодня в Абхазии знают практически все. Всю пандемию врач-реаниматолог боролся за жизни ковид-больных, разрываясь между Тхорчалской и Гудаутской ЦРБ. Видеть Ринеля и его коллег не в спецодежде и без масок весьма непривычно. Эти года, которые 2 года перенесли в ковидном центре в Гудауте, даже не хочется вспоминать и вернуться в это страшное время. Слава Богу, что оно закончился, и всех поздравляю с окончанием ковида. Главврач Тхорчалской ЦРБ Лали Гаргулья поблагодарила руководство страны за оказанную поддержку и помощь. 2 очень сложных года позади. И я считаю, конечно, мы стали после пандемии совершенно другими, стали более относиться друг к другу, я думаю, бережнее, стали беречь здоровье друг друга. И хотела бы поблагодарить весь медперсонал ковидного отделения всей Тхорчалской ЦРБ. Это врачи, средний медперсонал, младший медперсонал, водители, фармацевты, лаборанты. На церемонии награждения присутствовал глава Тхорчалского района Исидор Дочи. Не всех смогли спасти. Видимо, судьба такая. Но я знаю, вы и днем, и ночью, какие переживания. С каждым больным вы переживали, мы все вместе переживали. Я благодарен судьбе и Богу, что вместе с вами мы этот путь прошли. Более масштабное торжественное мероприятие ко Дню медицинского работника пройдет 17 июня в Госфилармонии. Сария Кварацхеля, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.
Послы Абхазии и Палестины в Сирии обсудили перспективу установления дипотношений между странами, сообщает медиацентр МИД. Посол Палестины в Сирии Самир Аль-Рифай выразил надежду на укрепление межгосударственных двусторонних отношений. В свою очередь Баграт Хутаба поблагодарил коллегу за теплый прием и выразил уверенность в развитии двусторонних межгосударственных отношений. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала избранного 11 июня 2022 года депутата парламента по избирательному округу номер 8 Нормания Наура Геннадьевича. По округу номер 8 баллотировались два кандидата – Наур Нормания и Леон Губаз. За Нормания проголосовали 1149 избирателей, за Губаз – 1054. Как вы знаете, 2 месяца назад были проведены выборы в городе Сухум по Маякскому округу номер 8. Дело в том, что два кандидата набрали одинаковое количество голосов. В связи с этим Центральная избирательная комиссия было принято решение о назначении новых выборов. Новые выборы были назначены на 28 мая. Было зарегистрировано 5 кандидатов. Из них 2 кандидата вышли во второй тур. 11 июня мы провели второй тур, в результате которого был зарегистрирован депутатом, который набрал наибольшее количество голосов. Это Нормания Наур Геннадьевич, который набрал 51%. Губаз Леон Ревазович набрал 1054 голосов, что составляет 46%. Поэтому хотелось бы отметить, что действительно выборы были напряженные, но и избиратели, и члены участковых комиссий, окружных комиссий, и штабы вели себя достойно. Хотелось бы их поблагодарить за это. Также хотелось бы поблагодарить наши службы безопасности, службы МВД, которые контролировали весь процесс для того, чтобы все происходило в рамках закона. Поздравляю избирателей, которые принимали активное участие в данном процессе. Надеюсь, что их выбор был правильный, и кандидаты будут, зарегистрированные депутаты будут уже воплощать свои функции непосредственно в Народном собрании парламента Республики Абхазия. Еще раз благодарю. Колонна МЧС Абхазии во главе с министром Львом Квициня направилась в Луганскую Народную Республику. 15 спасателей из Абхазии будут оказывать своим коллегам из ЛНР помощь в решении текущих вопросов восстановления разрушенной военной инфраструктуры республики. Жителям ЛНР также доставят 10 тонн гуманитарного груза. Основную часть составляют продукты питания. Это 3-й в текущем году гуманитарный конвой из Абхазии на Донбасс. С середины мая в Абхазии вновь вступил в силу закон об обязательном страховании иностранных транспортных средств, находящихся на территории республики. Где и как можно оформить страховку, какова сумма выплаты, какие услуги будут предоставлены в рамках страховки, выясняла наша съемочная группа. Репортаж Гугут Савардания. В 2006 году депутаты Народного собрания приняли 3 закона об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств иностранных физических и юридических лиц и об обязательном страховании от несчастных случаев иностранных граждан, пребывающих на территории Абхазии. В том же году было издано постановление Кабинета министров, регламентирующее страховые тарифы. В данное постановление в 2017 году были внесены изменения, так как к этому времени тарифы были экономически невыгодны. Все эти 3 закона, по словам заместителя директора компании «Гарант страхования» Ахры Кецба, никто не отменял. Первое время с 2006 по 2010 год закон работал. Потом он был... Закон никто, я еще раз повторю, закон никто не приостанавливал, его никто не отменял, его никто не своим распоряжением, указом или еще что-то, никто его не закрывал. Он просто-напросто был на какое-то время, по всей видимости, отложен на какое-то действие. Почти 2 года назад 3 страховые госкомпании обратились к президенту с просьбой оказать содействие в дальнейшем развитии страхования на территории Абхазии и возобновлении исполнения данного закона. Нету такого государства, допустим, где бы не было страхования самого автотранспорта, это развитие, это экономика. Мы не должны оставлять человека в беде. Мы обратились. После этого у нас были встречи с президентом. И он
Поручил это своему, на то время был помощником у него Валерий Иванович Пабба. После этого он стал заместителем, руководителем администрации президента. Аслан Георгиевич поручил. После этого мы встречались еще неоднократно, обсуждали, как это можно сделать, где можно сделать. И для того, чтобы потом не было никаких задержек. Оформлением страховки в республике занимаются 3 государственные компании: «Гарант страхования», Национальная страховая компания Абхазия и страховая компания Абхазгосстрах. В случае ДТП иностранный гражданин должен позвонить в ГАИ и сообщить о том, что произошла авария. При этом уезжать с места дорожно-транспортного происшествия нельзя. Потому что как только он уехал, фактически считается, что неизвестно, где оно произошло, что произошло и как произошло. Есть сопутствующие документы. Водитель не должен быть, если он пьяный или в наркотическом опьянении, это все отказ в выплате страхового случая. Это все, там есть пункты, которые он должен иметь. Паспорт, техпаспорт, страховой полис, где произошло, схема должна быть, его должны освидетельствовать. И только после этого мы обращаемся, они составляют, ГАИ составляет протокол. Они говорят, кто прав, кто виноват. Едем на станцию технического обслуживания, мы их полностью везде сопровождаем. После этого максимум 3 дня для того, чтобы мы им выплатили возмещение. Или ремонтируем машину, если человек хочет уехать и говорит, у меня не получается по времени. Наш же посыл какой? Президент нам, Аслан Георгиевич Бжаня, сказал о том, что люди приезжают сюда отдыхать. Нужно создать им комфортные условия для того, чтобы люди не чувствовали себя оставленными где-то на обочине, так, чтобы во время дорожно-транспортного происшествия не оставлять их. И у нас есть время 3 дня для того, чтобы мы им возместили ущерб. Если в результате аварии люди получили травмы, их везут в медучреждения, с которыми у страховых компаний заключены договоры об оказании медицинских услуг. Максимальная выплата – это 120 тысяч рублей. Там же есть еще... Это мировая практика, чтобы мы понимали. Страховая выплата, она делится на несколько частей. Есть то, что делится на железо, грубо говоря, и есть то, что делится еще и на здоровье человека, который потерпел. Да. Ну, всякое же в жизни бывает, правильно? Дорожно-транспортное происшествие. А если вдруг человек попал в больницу, значит, он с этим страховым полисом обращается в больницу. У нас заключены договора со всеми больницами. Это Гудаута, Сухум, Гагра. Он может приехать в больницу, ему окажут по этому полису бесплатно всю необходимую медицинскую помощь. Застрахованная машина вводится в единую базу данных, чтобы ни один сотрудник не мог прошедшим числом выписывать страховой полис, протокол о ДТП, освидетельствовании водителя. В дальнейшем эта база данных будет соединена с базой данных МВД. Сотрудники ГАИ информируют иностранных водителей 1 раз, а затем имеют право выписывать штраф в 600 рублей. По закону иностранные граждане обязаны при пересечении границы приобрести страховой полис. Как только проехал таможенный пост, сразу с правой стороны там есть офис продаж. Там можно оформиться. Есть, которые были согласованы опять-таки по поручению президента, 2 поста были поручены. Нет, это не на границе, это пост ГАИ Бзыбь, прямо напротив поста ГАИ Бзыбь и напротив поста Приморск. 3-й пост, к большому сожалению, на Мочарке он пока не функционирует, потому что, как нам объясняют, что им команду пока никто не давал. Наши граждане Абхазии, которые пересекают государственную границу с Россией, они обязаны приобретать полис ОСАГО. Я еще раз повторяю, обязаны. Нет такого понимания о том, чтобы они не приобретали. И стоит он для граждан Абхазии, коэффициент умножается на 5. Например, легковой автотранспорт, который пересекает, самый простой. Там еще есть градация в зависимости от лошадиных сил, в зависимости от года выпуска, в зависимости от того, сколько у него было правонарушений, какие у него права, категория Б или категория С, или это грузовой автотранспорт. Для нас распространяется любую машину, даже самую маленькую, если взять, обойдется это минимум 20 тысяч рублей в год. Это самое минимальное. И там я вам хочу сказать, что ни одна страховая компания российская не будет тебя страховать на 15 дней или на 10 дней. Хотя закон есть.
Срок выдачи страховки от 1 дня до 1 года. За 15 дней нужно заплатить 1000 рублей. Месяц – 1500 рублей. По закону, если говорить о законе, который действует на сегодняшний день, да, то гражданин, который пересекает государственную границу, должен ее уже приобрести. После этого по закону есть административный штраф. Он должен приобрести саму страховку и приобрести, заплатить еще 50% штраф. Это то, что мы говорим о законе. Хочу привести вам примеры других стран, у которых действует эта страховка. Допустим, если переезжать в Белоруссию, Украину, Финляндию, да, человек не может переехать в государственную границу, если у него нет страхового полиса. Его туда никто не пустит. Есть возможность застраховаться заранее в онлайн-формате. Например, на сайте garantstrahovание.ru. Купить любой полис, на какое время вы хотите, оплатить это любой картой, которая на сегодняшний день действует и в Абхазии, и в России. Можете оплатить, получить страховой полис по почте на свой адрес. Вы его распечатываете и можете ехать спокойно, вообще без проблем. У нас это уже апробировано. Не первый случай, когда люди обращаются. Мы им объясняем, где это можно сделать. Заходят на сайт, покупают и вообще без проблем. Также на наших постах стоят посттерминалы. Человек может подойти, оплатить карты и поехать дальше. Занимает это не больше 3 или 5 минут. В случае ДТП с участием иностранного автомобиля абхазская страховая компания покрывает ущерб. Страховка выплачивается только автовладельцу, невиновному в дорожно-транспортном происшествии. Если произошло дорожно-транспортное происшествие с участием иностранного гражданина и виноват иностранный гражданин, чтобы не было столкновения интересов между нашим местным гражданином и иностранным гражданином, то мы берем все расходы для того, чтобы местному гражданину возместить его ущерб. Не будет платить гражданин иностранного государства ни 1 рубля. А если произойдет обратная ситуация, то не будет платить денег местный гражданин. Мы все расходы берем на себя. В сегодняшний день продано, реализовано страховых полисов. Вот при том потоке, который мы знаем, что проезжает через государственную границу, по нашей информации это от 2 до 3 тысяч машин. Это по нашей информации. Я не могу сказать, что это точная информация. Но продано, реализовано всего-навсего около 1000. Минимальный страховой тариф для легкового автотранспорта на 3 дня составляет 500 рублей. Гугут Савардани, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Возвращаемся к теме голодовки активиста Адлиба, которую он объявил из-за поднятия цен на топливо. Напоминаем, что акция началась 12 июня на площади Свободы в Сухуми. Адлиба требовал возвращения цен годичной давности и обратился к премьер-министру с требованием снизить цены на бензин. Сегодня вечером Джансуха Адлиба пригласили в Министерство экономики на встречу с представителями топливных компаний, которые рассказали ему о формировании цен, о причинах и предпосылках их роста. При этом участники встречи выразили готовность предоставить необходимые документы, подтверждающие ситуацию с повышением цен. Имею ли я право, я обращаюсь к вам с просьбой, значит, можете ли вы, считаете ли вы нужным, вообще, могло бы это быть в свободном доступе, если невозможно предоставить мне все обращения, договора, соглашения. 18%, чтобы ты понимал, да? Вот мы купили за 10 рублей в России бензин. Вот он стоит 10 рублей, надо с этим смириться, нам дешевле его не дадут. Либо мы должны купить какой-то самовар, качество которого будет под вопросом, привезти сюда и все машины встанут, да, за 5 рублей. Либо мы должны купить качественный у производителя бензин, привезти его сюда. Но мы его довозим до границы, дальше мы платим налоги и все остальное, все сопутствующие эти. Мы при этом, при всем, в эти 18%, которые нам разрешено добавить на стоимость нашей закупочной цены, да, мы должны запихать туда все эти налоги, все наши платежи, плюс у нас работает, вот я не знаю, за ребят не скажу, у нас работает порядка 130 человек. Таких же, как и я, как и ты, которые кормят свои семьи, приходят домой и приносят свои зарплаты. Понимаешь? Их зарплаты, дослушай меня, ты поймешь. Мы можем сделать, вот нам разрешено в этих 18%, мы можем сделать, например, цену на дизельное топливо 68 рублей. Мы делаем ее 65 рублей.
То есть мы понимаем, что 68 рублей это много, и по закону, и по постановлению мы влезаем в эту стоимость. Но мы не делаем этого. Мы делаем здесь минус 3 рубля и здесь минус 3 рубля. Понимаешь? Во-первых, дальше смотри. Теперь, как продать этот бензин еще дешевле, да? То есть мы должны где-то не заплатить кому-то деньги. То есть мы или должны не заплатить налоги государству, из которых, как мы с тобой сейчас говорили, выплачиваются многие социальные проекты и социальные выплаты. Либо мы должны обмануть по счетчику, не залить, но взять больше денег, правильно, чтобы сэкономить. Как сэкономить вот эти деньги? Мы берем бензин по цене, по которой нам ее продают. Если мы скажем, дайте дешевле, они скажут, ищите в другом месте. Вот не нашли. Никого не обвиняю, хочу разобраться. Может, надо обратиться в Российскую Федерацию. Джансух, я практик, я не люблю болтать, извини меня, пожалуйста, я люблю искать выход из ситуации. Если нас не устраивает это, значит есть выход вот такой, такой. Какой вы выход можете предложить, чтобы изменить ситуацию кардинально? На сегодняшний день да. Никакой, мы не производим топливо. Какой выход мы можем придумать? Мы можем либо закрыть заправки, вообще ничего не делать, да? Вообще ничего. То есть нам надо производить теперь. Так получается? Нет, нам надо производить, либо смириться с тем, что есть. Смириться очень сложно. Хорошо, предложи выход. Выход? Да. Обратиться в Российской Федерации. Занимается этим мы, значит, в Москве есть районы такие, допустим, там, я не знаю, Каширский район. Мы как часть этого, 1/10 часть московского района. Слушай, ну капля в море для России. Сейчас, позвольте договорить, я выслушал вас. Позвольте договорить. Значит, мы, чтобы нам помочь, Российская Федерация может пойти на этот шаг. Мы можем обратиться к ней или не считаете нужным? Джансух, какой период вам нужен, вы объясните? Период, я же говорю, с прошлого лета. Вы понимаете, это какой объем бумаг? О том, что, значит, квота закончилась, что, значит, и ряд еще ответов. Но речь не шла о том, что квота закончилась. Речь шла о том, что... Квота закончилась, я это помню. Нет, речь... Нет. Но потом пришел 2022 год. Цены должны были упасть. Квота каждый год же выдается или на 10 Ну мы же вам объяснили, Джансух, что квота сейчас в цене, она и сейчас есть, только в цене она не играет существенной финансовой значимости, понимаете? Не составляет. Не было такого, что прошлым летом, в период курортного сезона, когда у нас был серьезный наплыв отдыхающих, чтобы не было такого разговора о том, что закончилась квота. Нет, такого разговора не было. У меня требование к премьер-министру, чтобы он попросил вас предоставить. Я его буду просить, с ним буду разговаривать, понимаете? Но мы же вам готовы предоставить. Кто нет, сказал Джансух. Вы говорите, что вам необходимо посмотреть документы. А о том, что эти документы нельзя отнести на площадь, люди объяснили, привели аргументы почему. Никто не говорит о том, что вы из этого кабинета должны были уйти с мыслью, что вы всех поняли, вы со всеми согласны. Представители компании сказали, что все документы, которые вам необходимы, они готовы показать. Если есть такая у вас возможность, если у вас есть юрист, которому вы доверяете, при необходимости я тоже могу поехать с вами, мы поедем в каждую из этих компаний. Я буду, если хотите, меня там не будет. Они вам покажут эти документы, человек, которому вы доверяете, проверит. Это ведь то, чего вы хотели, вам покажут эти документы. Никто не отнекивается, никто не говорит, что мы их от вас спрячем. Спасибо за такую готовность, я подумаю. Продолжаем выпуск. В торгово-промышленной палате состоялась встреча президента Тамила Мирцхулава с делегацией участников инвестиционного тура во главе с генеральным директором Динова недвижимость Натальей Девятковой. Участники данной группы являются потенциальными инвесторами, которые реализовывают свои проекты не только в России, но и в других странах, в том числе в Объединенных Арабских Эмиратах и Узбекистане. Во встрече участвовала и директор государственного инвестагентства при Минэкономике Илона Лакербая. Участников встречи интересовала предпринимательская деятельность страны, гарантии для инвесторов и возможные формы инвестирования, также тонкости законодательства в области оформления прав на земельные участки и объекты недвижимости. На 63-м году ушел из жизни ветеран Отечественной войны народа Абхазии, кавалер ордена Леона Валерий Ардович Джинджоли. Валерий Джинджоли – боец Восточного фронта, воевал в группах «Ласточка» и «Малыш». Во время войны получил ранение. Храбрый и отзывчивый. Так его вспоминают однополчане-ветераны. Валера был старше меня на 11 лет. И он, понимаете, всегда
когда в группе старшие у нас всегда заботились о младших. Молодые всегда горячие, и когда стремились, они наоборот нас придерживали, останавливали, оберегали нас. Сам Валера такой был, знаете, он никогда не унывал. Всегда веселый был, пошутить умел, мог что-то рассказать и снять стресс. Не все передашь словами. Но он всегда останется в наших сердцах, как один из смелых бойцов нашей группы. В наших сердцах он всегда останется жив, мы будем его всегда помнить. Историку и общественному деятелю Гураму Гумба присвоена научная степень доктора исторических наук. В Абхазском государственном университете состоялась защита его диссертации по теме этнокультурных и миграционных процессов в Центральном Закавказье. На защите диссертации присутствовала и наша съемочная группа. Репортаж Рады Чачава. Актуальность темы этнокультурных и миграционных процессов на территории Центрального Закавказья в 1000 лет до нашей эры переоценить сложно. Одна из самых интересных тем древней истории, без изучения которой невозможно представить целостную картину исторических событий на Кавказе в целом, была детально изучена в диссертации Гурама Гумба. Именно происходившие в первом тысячелетии до нашей эры миграционные процессы, интенсивные межэтнические обмены и активизация культурных связей сформировали в конечном итоге ту основу, определившую этнокультурный облик данного региона на последующие века. Исследование миграционных процессов, этнокультурной и этнополитической истории населения Центрального Закавказья проводилось на основе сопоставительного анализа письменных источников с привлечением археологических материалов, данных лингвистики, антропологии и фольклора. База источников работы достаточно обширна. Исследование опирается на ассирийские и урартские клинописи, классическую античную, древнеармянскую и древнегрузинскую письменную традицию с привлечением археологических материалов, данных лингвистики, антропологии и этнографии. Значительная часть данных впервые вводится в научный оборот. В исследовании определены границы исторических областей Центрального Закавказья, выявлены этнический состав, этапы и пути двух миграционных потоков с юга в центральные районы Южного Кавказа. Отмечается динамика и последствия этих событий. В Центральном Закавказье выделены 5 исторических областей. Это Картли, Месхети, Гулгарк, Санария и Двалетия. Определен этнический состав и очерчены их границы. В грузинской историографии все Центральное Закавказье обычно рассматривается как территория исторической Картли. Однако анализ первоисточников не подтверждает это. Напротив, он свидетельствует, что границы исторической Картли охватывали бассейн реки Куры от подножия Лыкского хребта на западе до реки Арагви на востоке. Официальный оппонент Гурама Гумба, доктор исторических наук Валерий Бегвава, отметил, что древняя история народов Кавказа, в том числе этнологии и археологии, всегда была предметом дискуссий ученых. Однако работа Гурама Гумба является во многом первой в своем роде. Новизна исследования скромно сводится автором к перечислению основных его положений. Но, на мой взгляд, вся диссертация есть сама новизна, поскольку тема, которая она посвящена, исследуется методом специального и всестороннего подхода к предмету как таковому впервые в истории этнологии. На диссертационную работу поступили положительные отзывы как от ведущей организации Белгородского государственного национального исследовательского университета, так и от коллег Гурама Гумба из других университетов Кавказа и Российской Федерации. Рада Чачава, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. В Абхазском государственном университете состоится конкурс молодых лидеров «Гордость Абхазии». Соответствующий приказ подписал ректор АГУ академик Олеку Гварамия. Заявки будут приниматься с 1 по 7 июля. Квалификационная коллегия судей Абхазии объявляет о приеме заявлений лиц, претендующих на занятие вакантной должности судьи Гагрского районного суда 1 единица. Прием заявлений осуществляется в помещении Министерства юстиции с 14 по 29 июня включительно. Справки по телефону 229 44 90.
Уникальное путешествие в эпоху Энди Уорхола и мир русского поп-арта. Под таким названием в Пицунде открылась выставка, приуроченная ко Дню города, которая отмечается 10 июня. На экспозиции представлены самые знаменитые портреты Мерлин Монро, Мао и Лиз Тейлор. Тематические разделы выставки также включили в себя работы знаменитых русских художников, вступающих в диалог с каноническими работами самого Уорхола. На экспозиции можно увидеть натюрморты Виктора Пономаренко, портреты Валерии Брайловой, серию портретов знаменитости Влада Мацкевича. Все подробности в репортаже Адицы Сагария. Выставку «Энди Уорхол и русское искусство» можно смело назвать самым модным событием этого лета. Энди Уорхол родился в Словакии в 1928 году в семье рабочего, а в 1949 году он переехал в Нью-Йорк. Первоначально работал коммерческим иллюстратором, но его умение перерабатывать образы американской культуры вскоре воплотились в придуманное им новаторское направление в искусстве. По традиции 50-х годов 20 века многие художники делали книжки лимитированные, которые они посылали либо кураторам, либо владельцам галерей, либо редакторам главных журналов, чтобы привлечь к себе внимание. И вот здесь вот две таких книги представлены, они неполные. Это 25 котов по имени Сэм и одна голубая кошечка. И в глубине моего сада. Вот здесь вот уже мы видим, как Энди Уорхол экспериментировал. К нему приходили друзья, и этих кошечек раскрашивали все вместе. И удивительно то, что действительно Энди Уорхол и его мама были страшными кошатниками. И всех их кошечек звали Сэм. На выставке представлено около 40 копий работ знаменитого американского художника, продюсера, дизайнера и писателя Энди Уорхола, который в 20 веке покорил мир нестандартным подходом к творчеству, живописи и выбором ярких красок. Банки супов в количестве 32 штуки были распределены параллельно всей комнате, так, как будто это банки лежат на полке в магазине. Люди начали спорить, является ли это произведением искусства или нет, и до сих пор многие спорят. Но так или иначе, факт остается фактом. Это одни из самых дорогих произведений искусства, самые известные и самые популярные. И вот когда Энди Уорхола спрашивали, почему же он обратился вот к такому низменному, казалось бы, предмету, на что он ответил, что я каждый день на протяжении 20 лет брал этот суп, и вот таким вот простым образом я как бы показал аллегорию на жизнь типичного американца. Выставка «Энди Уорхол и русское искусство» способствует возникновению интересных мыслей и идей, которых хочется начать воплощать, говорит художник Адгур Ампар. Я благодарен организаторам этой выставки, потому что Абхазия впервые знакомится с произведениями такого масштабного художника, как Энди Уорхола, плюс еще и неких последователей, да, из русскоязычных художников. Я буду рад, если эта выставка пройдет в Сухуми, потому что там мы соберем большее количество людей, не просто зрителей, но и самих художников, потому что я могу уверенно, с небольшой грустью и печалью сказать о том, что не все наши художники знакомы с творчеством с подобными произведениями искусства. Работая иллюстратором, редактором и дизайнером и зарабатывая хорошие деньги, Энди задумывается над концепцией личного бренда. В середине прошлого века Уорхол становится одним из первых художников, сделавшим из себя торговую марку. По кусочкам создавая образ странного, высокомерного, отрешенного от всего и загадочного художника, Энди удалось сделать эту маску узнаваемой, а имидж вошедшим в историю. Чтобы выставка предстала перед посетителями в подобающем виде, было проделано немало подготовительной работы. Замечательно. Анна Савилова. Замечательная идея, замечательное выполнение. Мы знаем это пространство, это помещение, мы здесь бывали не раз, но то, как его сейчас решили, его разделили, его превратили в настоящее современное выставочное пространство. И то, чем его наполнили, вот сегодня здесь прозвучал вопрос, почему Энди Уорхол, а почему не Энди Уорхол? Начать знакомить Абхазию с современным искусством, с авангардным, может быть, в чем-то. Почему не Энди Уорхол?
Посетить выставку «Энди Уорхол и русское искусство» можно будет до конца сентября. Такие выставки нужны, чтобы разнообразить и обогатить культурный досуг людей. Они также имеют под собой образовательную цель, отметил директор туристической компании Руслан Кокоскер. Очень интересно. Сегодня, приуроченный к дню города Пицунда, открывается, на мой взгляд, очень хорошая выставка «Современное искусство», чего не хватает в нашей республике. Побольше бы таких выставок. Думаю, что в дальнейшем это будет еще иметь место по всей территории республики. Еще один куратор проекта Анна Савилова рассказала о том, что данная выставка будет организована в других районах республики. В перспективе планируется показать абхазскому зрителю не менее интересные направления. Прежде чем говорить «люблю, не люблю», его надо просто знать. И вот, по крайней мере, показать, рассказать о том, какое бывает искусство, что оно несет, для чего оно. Вот это наша основная цель. В день города Пицунда юные шахматисты на открытом воздухе показывали свои таланты. А маленьких гостей праздника на протяжении всего дня развлекали ростовые куклы в костюмах героев известных мультфильмов. Адица Сагария, Камила Джопо, Абхазское телевидение. В Абхазию прибыл серебряный призер 16-х паралимпийских летних игр, серебряный призер международных соревнований, трехкратный чемпион России по волейболу сидя Владимир Панкратов. В параолимпийском комитете Абхазии прошла встреча со спортсменом. Владимир Панкратов рассказал о своем жизненном пути и достижениях. Подробности в репортаже Шазина Ханагуа. Открывая встречу, председатель Паралимпийского комитета республики Леон Свижба отметил, что Владимир Панкратов не первый раз в Абхазии. Он уже бывал здесь в детстве. И вот спустя долгое время Владимир вновь приехал в республику на отдых со своей семьей. Еще до приезда он знал, что в Абхазии есть Паралимпийский комитет. И поэтому посчитал нужным посетить организацию и рассказать о том, что, несмотря ни на что, люди с ограниченными возможностями здоровья могут добиваться успехов. Зная о том, что в Республике Абхазия также развиваются паралимпийские виды спорта, нашел возможность, связался с ребятами, посчитал нужным и необходимым привезти медаль, показать молодым и не очень молодым спортсменам, что все мы можем добиться этого результата, пускай и сложно, пускай, может быть, не такого высокого, но спорт и паралимпийский, и классические виды спорта, он должен развиваться в любом случае, при любых политических, при любых экономических неурядицах в государстве. Владимир Панкратов – уроженец города Макеевки Донецкой Народной Республики. С 10 лет занимался классическим волейболом. Из-за трагической случайности в 18 лет остался без ноги. Несмотря на это, благодаря умениям, которые были приобретены за 8 лет, Владимир Панкратов оказался в паралимпийской сборной Украины по волейболу. Затем он начал играть за сборную России по волейболу сидя. Команда приняла участие в Паралимпийских летних играх в Токио, где стала серебряным призером. Два мастодонта таких волейбольных – это Босния и Иран. Российская Федерация с 2008 года, наш вид спорта, и все ребята, которые были сейчас, 80% команды тогда уже занимались, и они добились, они заняли 3-е место на Паралимпиаде. И с того момента Россия начала плотно врываться в этот вид спорта, но так как Босния играет на континенте с нами, и вот эта вот битва за путевку, за медаль на чемпионате Европы, для того, чтобы лицензию вырвать, получить с Боснией, была всегда очень ожесточенная. И мы до этого момента не могли сказать, что мы там фавориты и нам с ними будет легко. Плюс, как бы по медальному раскладу, Иран 1-е место, мы в финале 3-1 уступили. Мы заняли 2-е Российский паралимпийский комитет место, и 3-е место заняла команда Боснии. Сейчас Владимир Панкратов должен был находиться на сборах, готовиться к чемпионату мира. Однако из-за спецоперации на Украине команды России отстранены от всех турниров. Участники встречи рассказали о развитии парафутбола в Абхазии. Председатель Паралимпийского комитета Леон Свижба подчеркнул, что комитетом будут проводиться подобные встречи и в будущем. Это очень радует, то, что приезжают люди такие. Мы дальше будем сотрудничать, общаться. Также обменялись контактами, чтобы развивать паралимпийский спорт у нас в стране и также как во всем мире. В завершении участники встречи обменялись памятными подарками. Шазина Ханагуа, Камила Джопо, Абхазское телевидение.
14 июня в 19 часов в Музее боевой славы имени Ардзинба состоится презентация документального фильма «Лара Лоб», участника международного российско-британского кинофестиваля «СИФа», в основе которого лежит собирательный образ современной женщины Абхазии. Авторы проекта – сценарист, режиссер Инесса Лакоя, оператор, режиссер Анастасия Хварцкия. Основной идеей этого фильма является попытка открыть Абхазию широкому кругу зрителей в контексте ее человеческого потенциала, а именно в данном конкретном случае отобразить роль и статус женщины в современной жизни Абхазии. Я ему говорю, в их возрасте ты даже не представляешь, в каких коротких юбках я ходила. Но эти юбки абсолютно не определяли мою внутреннюю сущность. А ты девочка, ты уверена, что ты справишься? Что я чувствовала тогда? Что рухнул мир. Меня спасло рождение моей племянницы. Построить мир и обратно возродиться – это очень сложно. Сильной женщиной не рождаются, ею становятся. Пока живет человек, нельзя говорить о старости. Вышла в свет книга доцента кафедры политологии и социологии АГУ Константина Дума «Трагические последствия распада СССР». Научное издание является продолжением работ автора, который на протяжении всего постсоветского периода занимается анализом причин распада СССР и его последствий. Материалы исследования могут быть использованы ученым и преподавателями, аспирантами и студентами вузов. Книга напечатана в типографии Абхазского государственного университета тиражом в 100 экземпляров. Сухумский водоканал сообщает, что 14 июня с полуночи до 20 часов в некоторых районах столицы будет прекращена подача питьевой воды. Ограничения затронут Старый поселок, Колос, улицу Адыгейская, Вием, Маяк и центральную часть города. Отключение воды связано с подключением водопровода по улице Дбар и ремонтом водопровода на участках по улицам Чач-Бахбасария и 4 марта Сахарова. В конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, во вторник, 14 июня, на территории Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами туман, слабый дождь до второй половины дня. Возможен дождь с грозой. Температура воздуха ночью плюс 16-21, днем 22-27 тепла. Температура морской воды плюс 22. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Абхазское телевидение продолжает свою работу.